Assalamu alaikum, hürmetli yurdaşlar, vatan ehliyar. Kayna vatan Kasım Fili televizyonda kaloriz muzey, yaşayıp cevaplara çizvo, karantin hana, haçi komatta, Dağıstan'da, dünyada agalna muzeyar, masa, ihti insanlar fiza idariyar, agalna, gelsetim yok açık bir yer hana. No i karantin de vaktunda bazı Amerika tarçava تخوز قليش خانة شوات تخوز وشلهاتا أقول ما مزيار بستيد اللي زختيار وشر قيس صدلها مايديس سازوني سازون كلش يسوس خيديو ديديس Готфрид Алиевич Гасанов dünyada tarihli kompozitör Dağıstan'da музыка де основоположник классической музыки. 7 июндис саазон конечно судла Иисус дедис хана хаданстха готфнастха Генрих Алиевич Гасанов. И в Америке вишницу дис вишни кадис Готфрид Алиевич вишницу дис Генрих Алиевич чава İbr txuz kanaça isat online rejim biraz txuz kanzu habrika ihtil tarihi kanzu ki başta abruz çpi slava xanvadiya yaşamış jada vaxtunda tarvati abrum sa çi rayonda tuşa saçıxıre tuşa çi rayonda tuşa Dağıstan'da dünyada tarva isnartira var no ha slava tarva gerekiyor çi İnsan reis, işat göz vacih reis, cümaat reis, учителята, например, хахабы чешнедов, чу yaşamış da o, çi neklet huda o, çi ümil, çi olaq, çi yaşayış. Ну, чечизвади хабур Готфрид Алиевич Гасанов, я достал Генрих, абур русскоязычный ученый артира, русскоязычный композитор артира, хабру са замыкаскан ватушера са лезгиро, абрут арву аватира веришка раза хазахтилет вур хавлязас илля тоз ахтилет исконсо урустол. Вот вернемся истокам. Истоки это прадед Готфрида и Генриха Магомед Ярахский, основоположник дагестанской идеи за свободу человека, учитель дагестанских имамов. Его дочь волей судьбы в 1832 году вышла замуж за будущего деда Готфрида и Генриха Абдуллах. Абдуллах Алкадарец, ученый, учитель, ученик Магомеда Ярахского. Связала судьба этих двух людей, Абдуллаха и Афисат, обстоятельства связали, история Дагестана связала, борьба, которую вел дагестанский народ против царизма. Где-то эта борьба была правильной, где-то неправильно была. Здесь сыграла большую роль и то, что из-за рубежа, особенно из Турции, пропагандистские такие были попытки навязать Дагестану антирусскую политику. Эта цель была в некоторой степени, как говорится, осуществлена эта цель. В дальнейшем мы знаем, что 25 лет горско-русская война шла под предводительством имама Шамиля, которая закончилась поражением и сдачей имамом Шамилем плен и миром в Дагестане. Но если мы сейчас дальше будем идти, у Абдуллаха и Афисат родились дети, дочери, сыновья. И сыновья Гасан, будущий Гасан Алкадарский, известный ученый,
его брат Гусейн и младший брат Магомед. Все три брата, они известные люди, ученые, прославили не только свой край и Дагестан весь, прославили своими благими, святыми делами. Мы остановимся, идем дальше сюда. Первый зал – это зал Гасан аль-Кадари. Все знают Гасан аль-Кадари. В 1999 году был открыт музей его имени. Музей постоянно пополняется экспонатами, увеличивается число посетителей. И Гасан аль-Кадари, как ученый, как последователь лучших идей дагестанских ученых, он оставил миру, Дагестану оставил много святого. Он открыл первую светскую школу в Дагестане, он поборником был свободы слова в Дагестане, он учил дагестанский народ терпеливости. Сам издал, Гасан аль-Кадари много издал книг, эти книги сейчас известны, некоторые книги сейчас переведены, переводятся книги. И дальше, если идти, мы будем говорить о сыновьях Гасана аль-Кадари, в частности, о его втором сыне Абдул-Али Гасанове, или как в мире его называли, Али Гасанов. Он продолжил не только дело своего деда Магомеда Иранского своими благими делами, не только дело своего отца и лучшие традиции дагестанских ученых. Его называли, Али Гасанова называли профессором Востока называли. Мы сейчас сразу же переходим в третий зал, это зал потомки. Нет сейчас смысла перечислять всех потомков, знаменитых потомков Гасана аль-Кадари. Мы о них знаем. Остановимся коротко на двух его потомков, прославленных, о ком я уже говорил вам, юбилярах. 120 лет Готфриду Гасанову и 110 лет его брату Генриху Гасанову. Так судьба распорядилась, что Абдул-Али Гасанов, отец этих двух братьев, пошел учиться в Петербургский юридический университет, и там он познакомился с женщиной Еленой Владимировной, по происхождению немкой, которая, по ее рассказам, ее потомки, предки были и французы, смешанные такие крови были. И они решили пожениться. Когда отец Гасан аль-Кадарский, когда услышал, что его сын Али хочет жениться на лютеранке, вот я читаю, когда мой сын Али хотел жениться на христианке, лютеранке из Петербурга по имени Елена Владимировна, это было в 1895 году, то я написал ему стихи, стараясь отговорить его, но он любил ее, женился на ней. Тогда я назвал ее Лейла Ханум. Написал ему стихи. Что значит? В то время стихами писали. Это время такое было, нового поэтического ренессанса, можно сказать. Даже письма писали стихами, вот написал стихами. Но он, примиренческий человек, такой человек, который примирял и людей, и сам примирял себя с обстоятельствами. Он и тогда назвал ее Лейла Ханум, принял ее, свою новую невестку, и у них была счастливая, ну пусть и недолгая совместная жизнь. Как пишет Гасан аль-Кадари в своих заметках, когда первый раз он встретил своего сына с новой женой, ему очень понравилась эта невестка, он принял ее в свою семью. Два брата, Готфрид и Генрих, о ней писали в своих воспоминаниях ученые, писатели, музыковеды.
Хорошую книгу, отличную книгу, прекрасную книгу об этих двух братьях написала Нурият Имамовна Алкадарская. Между прочим, она первая имела такую идею открыть музей Гасана Алкадарского и собирала в Махачкале, в школе номер 39, где она имела кабинет, очень интересный такой, разнообразный краеведческий кабинет, собирала материалы о Гасане Алкадари, о его детях, внуках, о роде Алкадарских. Вот на основе этих ее документов, собранных документов, в результате кропотливого труда она написала вот эту книгу «Готфрид и Генрих Гасановы из Алкадара». До этого у ней вышла книга родословная Гасан Алкадари. В этих книгах, и в той, и в этой книге рассказывается подробно о жизни и деятельности вот этих двух братьев, знаменитых братьев, родом из Алкадара. Готфрид Алиевич Гасанов. Готфрид Алиевич Гасанов родился 1 мая 1900 года. Его первой учительницей, музыкальной учительницей стала Анна Антоновна Поль. Его систематические занятия начались уже в 1908 году в 8-летнем возрасте. В 12-летнем возрасте Готфрид уже публично исполняет разные технические сложные и виртуозные сочинения. В 13 году становится учеником Гробович, получившего образование в Бетховенской студии школы в Москве. Под ее руководством он впервые серьезно познакомился с инвенциями и английскими сюитами Баха, выучил Генделя и других композиторов. Большую роль сыграл в его жизни, вот сам он писал в своих заметках, воспоминаниях Готфрид Алиевич, подаренный ему отцом патефон, который, в частности, хранится в нашем музее. Для духовного, для музыкального развития Готфрида университетами служили и лекции, которые он посещал. Это лекции по музыке, это напутствие известных композиторов того времени, его учителей. И так сложились обстоятельства, что вот это все вместе, его работоспособность Готфрида, его талант, все вместе организовали то, что вырос из него настоящий композитор. И самое удивительное то, что это композитор, который начал свою трудовую жизнь, композиторскую жизнь, с изучения дагестанских народных песен. Вместе с другими композиторами он объездил весь Дагестан, собирал народные песни дагестанских народов, изучал их. На основе этого было собрано более 100 народных песен, которые затем интерпретировались, сохранились эти песни. Кроме этого, мы знаем Готфрида Алиевича как основоположника дагестанской классической музыки. Его первый, второй оркестры получили мировое признание. Надо сказать, что Готфрид Алиевич прошел тяжелую жизнь. В военные годы, начало военных лет он встретил в Ленинграде, которая оказалась в блокаде. С большим трудом больного Готфрида Алиевича смогли вывести вместе с семьей из Ленинграда в Казань. Затем, через 2 года, они вместе с семьей, эта семья переехала в Махачкалу. И после войны тоже кипучая его деятельность, в первую очередь, на, как говорится, на нахождение новых музыкальных талантов в Дагестане, потратил Готфрид Алиевич свои годы. Он вырастил целую плеяду композиторов Дагестана, которые его помнили, некоторые и сейчас его помнят, живые. Надо сказать, что Готфрид Алиевич Гасанов
сохранился в памяти народа не только в музыкальных своих произведениях, но и книгах, написанных о нем. Вот такой музыковед, как Манаши Якубов, оставил о нем несколько книг. Отец дагестанской музыки, вот Алиевич Гасанов. В этих книгах прослеживается, в монографиях, можно сказать, о Готфриде Алиевич прослеживается вся его жизнь, трудовая жизнь, музыкальная жизнь этого великого композитора Дагестана, который сохранился в наших сердцах. И сегодня, и вот мы, вот такой, правда, в таких обстоятельствах, нелегких обстоятельствах, вспоминаем, не забываем мы его и празднуем его 120-летие со дня рождения. В 1929 году демобилизован из военно-морского училища из-за болезни. В том же году вернулся в Махачкалу и поступил слесарем на бандарный завод. В 1930 году, как лучшего работника, нарком направил Генриха на учебу в Азербайджанский нефтяной институт. Со второго курса этого института перевелся в Ленинградский кораблестроительный институт. После окончания института направлен на работу в качестве инженера Центральное конструкторское бюро Балтийского кораблестроительного завода имени Орджоникидзе в Ленинграде. Начал работать Генрих Гасанов в группе проектирования морских котлов и за короткий срок стал ведущим специалистом в этой области. В 1938 году возглавил проектную группу по котлам. Здесь выполняли работу по теоретическому исследованию мощного ротационного форсуночного устройства. Работа была представлена на всесоюзный конкурс, и ей была присуждена первая премия. 1941 год. С началом Великой Отечественной войны коллектив конструкторов во главе с Генрихом Гасановым делает новые открытия кораблестроительной промышленности. В этом же году судостроительный завод со всеми сотрудниками и с Генрихом Гасановым и его семьей эвакуирован в Казань, где продолжается деятельность судостроителей. С 1941 по 1945 годы проектирование и строительство гражданских кораблей и механических установок для них практически было приостановлено. В 1942 году Генриху Гасанову совместно с группой конструкторов за разработку проектов боевых кораблей была присуждена Сталинская премия СССР первой степени. В 1943-1944 годы по долгу конструкторской работы оказывает техническую помощь личному составу кораблей военно-морского флота в реальных условиях эксплуатации, наладки и ремонта корабельных установок, в том числе с целью проведения исследований, помогающих определять правильный путь технического развития отечественного кораблестроительного котлостроения. Гасанов много времени проводит на кораблях Черноморского, Тихоокеанского, Северного флотов. Результаты своей работы Генрих Алиевич опубликовал в 1949 году в бюллетене военного кораблестроения, за что был награжден орденами Трудового Красного Знамени и рядом медалей. Генрих Алиевич собрал воедино морских специалистов-котельщиков, пополнил их молодыми специалистами, создал крепкий творческий коллектив конструкторов, исследователей, технологов, способного решать самые сложные технические задачи. 1945 год. Генрихом Алиевичем перед Министерством судостроительной промышленности был поставлен вопрос улучшенного технического развития отечественных корабельных котлов при Балтийском судостроительном заводе для организации на нем специального конструкторского бюро котлостроения, опирающуюся на производственную базу завода и на собственную экспериментально-исследовательскую базу в виде стенда исследований и обработки котлов. В 1946 году назначен начальником и главным конструктором Балтийского судостроительного завода, организовал бюро и экспериментальную базу и руководил им до последних дней жизни. 1948 год. Генрихом Алиевичем предложена новая конструкторская схема корабельного котла, допускающего резкое увеличение наделенного предела теплой форсировки, которая укоренилась в корабельном котлостроении на долгие годы.
1949 год Комитетом по изобретению и открытиям при Совете Министров СССР Генриху Алиевичу выдано авторское свидетельство на новую конструкцию корабельного котла, принятого к серийному производству и установлению на военных кораблях. На всех судах нашего военно-морского флота главные и вспомогательные котлы были разработаны отделом, руководимым Генрихом Алиевичем. 1952 год, сентябрь. Сталин подписал постановление правительства СССР о проектировании и строительстве объекта 627. Начались работы по созданию первой советской атомной подводной лодки. В этом плане необходимо было решать новые инженерно-конструкторские задачи. В первую очередь, это создание энергетического блока атомного корабля, создание реакторной установки, системы механизмов, обеспечивающих его работу. Главным конструктором по генератору для атомной подводной лодки был назначен начальник специального конструкторского бюро котлостроения Балтийского завода Генрих Алиевич Гасанов. В газете «Красная звезда» от 15 сентября 1988 года рассказывается о том периоде. Целый месяц, не покидая кабинета, не отвечая на звонки, 3 крупных ученых – Доллежа, Перегудов и Гасанов, видный специалист по корабельной энергетике, поставили чертежную доску. С утра до ночи считали, чертили, снова чертили, считали. Постепенно определили вес атомной энергетической установки, ее габариты. Они создали атомный реактор для атомных подводных лодок. Под непосредственным руководством Генриха Алиевича Гасанова и при его личном участии был создан ряд котельных конструкций, за которые в 1958 году он был удостоен почетного звания лауреата Ленинской премии СССР. В 1970 году за новое открытие в области морской энергетики Генрих Алиевич Гасанов был удостоен звания Героя социалистического труда. С 1953 года Генрих Алиевич стал по совместительству работать преподавателем кафедры паровых котлов, руководил курсовыми и дипломными работами. Жизнь сложилась таким образом, что эти 2 ученых, 2 великих человека дагестанских, один композитор, другой ученый, атомщик, прославили наш край своими достижениями, оставили о себе такую добрую память. Готфрид Алиевич Гасанов за свои произведения, за свою композиторскую деятельность был удостоен многих премий, в том числе государственных премий. О Генрихе Алиевиче Гасанове мы с вами уже говорили. Он кавалер 2 орденов Ленина. Когда мы сегодня вспоминаем этих 2 людей, этих 2 сынов Дагестана, мы говорим, будем брать пример с них, будем их помнить и знать, что только трудом, упорным трудом можно проложить себе дорогу в жизни, самостоятельную дорогу в жизни, чтобы оставить и о себе нашим потомкам славную память.